بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سؤال: لماذا الأحباب؟ Почему в последнее время хабашиты совершают на вас сильные нападки? Дошло до того, что некоторые из них обвиняют вас в неверии, другие считают вас лицемером. Третьи утверждают, что вы лояльны к ваххабитам и не обвиняете их в неверии. В первую очередь надо знать, кто такие хабашиты. В действительности, они являются учениками учеников шейха Абдулла аль-Харари из Эфиопии, рахимауллах. Он является одним из ученых Ахлю Сунна валь Джамаа из числа ашаритов, подобно ученым из Зейтуна. Однако, у ашаритов существуют исключительные, редкие слова, в которых есть чрезмерная предвзятость, к которым и склонились эти хабашиты. И эти слова в действительности являются противоречащими мнению большинства ученых ашаритов, в число которых входят ученые из Туниса, Марокко, Египта, Дамаска, Индии и Пакистана. В действительности, между нами нет разногласий, которые приводили бы к обвинению друг друга в куфре. Мы считаем их хабашитов из числа мусульман, считаем их из числа Ахлю Сунна. Но разногласия между школой Зейтуна, представителем которой мы являемся, и ими, хабашитами, это вопрос обвинения ваххабитов в неверии. Мы выступаем против ваххабитов, признаем их бид'а, признаем их заблуждения, признаем их ошибки. Как указывают на это имамы Аль-Бурзули ибн Арафа, как на это указывает имам Аль-Бурзули в книге Навазиль, где говорит о них как о хашавитах, так как они ваххабиты, сброд, выдающий себя за салафитов, порочные люди, подобные животным. Однако, сказал Аль-Бурзули, приводя слова Ибн Арафа, а также слова ученых Ахлю Сунны из числа Зейтуна, что нельзя обвинять в неверии хашавитов, если даже они будут приписывать Всевышнему направление. Потому что они не являются муджассима, антропоморфистами, в том плане, что не исповедуют явный таджсим, предание тела Всевышнему. Объясню еще раз. Аль-Маригни в своей книге «Шарх аль-Акида», которую мы преподаем, сказал: ученые сошлись на неверии муджассима. Муджассима, в отношении которых есть иджма, это те, кто говорят, что Аллах тело, как остальные тела. И они говорят, что у Аллаха есть настоящая буквальная рука, подобная нашим рукам. В отношении таких муджассима и существует иджма всех ученых. В отличие от них, ваххабиты не утверждают подобное. Они говорят, что у Аллаха есть настоящая буквальная рука, но его рука не подобна нашим рукам. Эти слова приводят к уподоблению Аллаха творением. Однако это не является явным прямым уподоблением. И большинство ученых говорят, что вытекаемое из мазхаба не является самим мазхабом. Исходя из этого, Ибрахим Лакани в своей книге «Хидаяту Мурид», а также Изудин Абдус-Салам отвергли такфир хашавитов, которых сегодня называют ваххабитами или салафитами. И удивительно, как хабашиты, называя ваххабитов кафирами, называют кафирами тех, кто не такфирит ваххабитов, а значит такфирят тем самым и нас тоже, потому что мы отвергаем такфир ваххабитов. Мы отвергаем, что они кафиры, но наряду с этим признаем их заблуждение, так как крупные ученые Ахлю Сунна, чьи имена я упомянул, отвергли от них такфир согласно правилу, вытекаемое из мазхаба не является самим мазхабом.
И утверждение о существовании единогласия ученых в неверии того, кто придает направление, является ошибочным. Потому что есть тексты, как, например, имам Заркаши приводит от ученых Ахлю-Сунна, в которых утверждается, что тот, чьи слова приводят к таджсиму, не является кафиром. Так о какой иджме тут может идти речь? Сколько раз мы говорили им: «О хабашиты, не начинайте с нами спорить». Но проблема не только в этом. Проблема в том, что ваххабиты тут в Тунисе, которых мы оправдываем в отличие от хабашитов, знают, что я не хабашит, но тем не менее утверждают, что я предводитель хабашитов в Тунисе. Они знают, что я не являюсь хабашитом. Так почему же ваххабиты так откровенно лгут на меня? Все просто. Известно, что ваххабиты известны своей предвзятостью и резкостью в вопросах такфира. И я также откровенно заявляю, что хабашиты близки к нам, к нашей акиде, потому что они из Ахлю Танзих, то есть они те, кто очищают Аллаха от всех недостатков, за исключением того, что они, как и ваххабиты, поспешны, торопливы в вопросах такфира. А мы не относимся ни к ваххабитам, ни к хабашитам. Наш выбор — это золотая середина между этими крайностями. Когда ваххабиты хотят сделать дозволенной кровь какого-нибудь человека и его имущество, они начинают его подозревать хабашитом. Потому что между ваххабитами и хабашитами была резня в Ливане. Доходило до того, что они стали убивать друг друга в мечетях. И из-за того, что между ними есть сильная ненависть, мы просим их не вводить нас в свои распри. Убийства в мечетях с применением оружия. Ваххабиты пришли к одному из хабашитов, имя которого Низар аль-Халяби, и убили его в мечети. И после этого хабашиты тоже отомстили им. Вы знаете, что наше количество достигает сотни, тогда как количество ваххабитов несколько десятков тут в Сусе. Что мы делаем, когда они совершают на нас нападки? Мы делаем сабру и спокойно уходим. Если бы мы были хабашитами, то мы непременно вырезали бы всех ваххабитов в Тунисе. Мы не придерживаемся принципа поступать так, как поступили в отношении нас. Ненависть ваххабитов в отношениях хабашитов происходит ради того, чтобы сделать их кровь дозволенной. Так спрашивается, почему вы возводите ложь на меня? Ваххабиты считают меня кафиром, и хабашиты считают меня кафиром. Но я не считаю никого из них кафирами. Считаю всех их мусульманами. Скрытое слово, которым является убийство, описывается тем, что ты хабашит. Мы говорим: вы знаете, что это ложь. Шейх Фарид не является хабашитом. На что они отвечают: да, мы знаем, что он не хабашит, но ведь Аллах сделал его кровь дозволенной нам. А в таком случае разве ложь на него не будет дозволена? И более удивительное, чем это, те, кто считают себя политиками тут в Тунисе и причисляют себя к движению Нахра, следуют за ними и совершают откровенную ложь. На канале Аз-Зайтуна они пишут, что предводителем хабашитов является Фарид аль-Баджи. Я отвечаю им: о те, кто придерживается Нахда, проклятие Аллаха лжецам. Вот мои книги, мои произведения, мои уроки здесь, в Даруль-Зайтуна. Это соответствует тому, что преподавали здесь в течение 200 лет. Так почему же вы лжете? Разве так велит поступить шариат? Разве таким бывает ислам? Они утверждают, что якобы я сказал, что я видел наяву пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Говорил ли я вам такое? Вы, мои ученики, и вы знаете, что они возводят на меня ложь. Я не видел пророка, саллаллаху алейхи вассалам, никогда наяву, и я прибегаю к Аллаху от того, чтобы я утверждал, что я видел его наяву. Они утверждают, что я якобы утверждаю, что посланник Аллаха сказал мне, чтобы я передал вам выдвинуть в депутаты одного из кандидатов. Пречист пророк от этого.
Этого хватит возведением лжи на меня. Я не видел пророка, салляллаху алейхи вассалам, и говорю вам об этом. Пропадите вы пропадом, сектанты. Мы не признаем вас всех, ни правых, ни левых, ни третьих. Мы заняты изучением знаний и распространением их. Мы не обязаны следовать вашим больным политическим выходкам, прикрывающимся именем религии, неких течений и группировок. Мы занимаемся только религией. Мы их не признаем вообще и не обязаны им следовать. Мы призываем ученых и обладателей знаний, чтобы не избирали никого. Мы желаем от вас, чтобы воздержались от лжи. Баракаллаху фикум.